الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. آمين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как мы уже заметили, что наука фикх такая непростая, но довольно интересная наука. Она нужна нам каждый день, чтобы мы могли совершать свое поклонение правильным образом, могли разбираться, что же нарушает, что же не нарушает. И сегодня у нас, на прошлой встрече мы с вами разбирали про макрухи, про действия, которые нежелательно совершать во время намаза. Сегодня же, иншаллах, мы с вами поговорим про садждату тилява, два из искупительных земных поклона. Саджда саху называем. Ой, не тилява, саджда саху. Не тилява, а саджда саху. Мы с вами уже говорили про ваджибы намаза и сказали, что если кто-то по забывчивости, по невнимательности пропустит один из ваджибов намаза, то ему необходимо это исправить это упущение. Каким образом? Совершив две искупительные саджды в конце намаза. Для начала давайте разберемся, как совершаются эти две искупительные саджды. Называются саджда саху. Саджда сахуи, более правильно вот так, но на русском языке как-то все это проговариваю, саджда саху обычно говорится так. Так вот, человек совершает намаз, то есть он заметил, что он допустил ошибку. Ошибка заключается либо он допустил ошибку. Какая ошибка, сейчас будем говорить. Он допустил ошибку, и он знает, что эту ошибку нужно исправить в конце намаза. Каким же образом? Так вот, он спокойно дальше продолжает совершать намаз. Когда он сидит, когда он совершает последнее сидение в конце намаза, после ат-тахията он делает салям направо, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Также он, если он один, может сделать также и налево, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Некоторые ученые говорят, что перед саджда саху салям дается только в одну сторону, некоторые говорят, что в две стороны, то есть разные мнения ученых. Некоторые уточняют, что в одну сторону, когда имам с джамаатом проводит намаз, если же человек один, тогда в две стороны. И после этого он что делает? После этого он прямо, получается, положение сидя на тахияте, он идет, совершает раз земной поклон, говорит «Субхана раббил а'ля» 3 раза, 5 раз, 7 раз, либо же другие дуа, которые приходят от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Аллаху акбар, он снова садится, как между двумя садждами садится. Раббих фирли, раббих фирли, раббих фирли 2 или 3 раза, то что по сунне. Если он это не скажет, все равно это будет действительным. Но самое главное, чтобы успокоиться, сесть, скажем так, вот так успокоиться. И дальше он совершает второй земной поклон, также проговаривает «Субхана раббил а'ля» 3, 5, 7, нечетное количество раз, и говорит «Аллаху акбар», и заново читает ат-тахият, читает салават, читает дуа, которые он обычно читает в конце намаза. И после этого «Ассаляму алейкум ва рахматуллах», «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» направо и налево. И таким образом он в конце сделал, искупляет упущение. Какое упущение? Саджда сахви, то есть упущение из-за невнимательности, а не преднамеренное. Очень такой важный момент. Я думаю, что мы с вами разобрались по поводу того, как же совершается эта саджда, как же совершаются эти две саджды. Значит, саджда сахв, повторюсь, это саджда, земной поклон, по невнимательности. Их две.
их две. То есть раз, потом два. Дальше. Когда же совершается сажда саху? По каким причинам? Здесь приводятся 4 общие причины. Первая причина, о которой мы с вами уже много говорили, это случайное, непреднамеренное оставление одного из ваджибов. Это раз. Это первая большая категория. Вторая большая категория, когда эти ваджибы либо делаются раньше своего положенного места, либо же с опозданием, то есть позже положенного места. Это 2. Третье, когда рукн намаза делается раньше положенного места, либо же позже положенного места. Мы сейчас будем приводить примеры, все станет на свои места. И четвертый большой пример, большая категория причин, это когда что-либо добавляется из части намаза. Допустим, забегая вперед, скажу, человек, допустим, совершил не один поясной наклон, а 2 поясных наклона. Он совершил, допустим, не 2 зимних поклона, а совершил 3 зимних поклона. То есть что он сделал? Он добавил действия, которые рукным считаются действием намаза. Он сделал это лишнее движение. Так вот, давайте, значит, что делаем? Давайте будем приводить примеры. Первый пример, который приводится вот в той книге, мы даже можем вместе открыть и вместе почитать. Так, сейчас, секундочку. Открываю. Вот это наша книга. Аль-Муфассаль филь фикх аль-Ханафи. Суджуду сахуи. И один пример, первый пример. Этот пример, который не требует искупительных земных поклонов. Вы смотрите. Человек вошел в намаз, и он забыл прочитать дуа ифтитах. Иногда в книгах называется дуа сане, или просто дуа сане. То есть субханак Аллахумма, ва бихамдик, ва табарак асмук, ва та'аля джаддук, ва ла иляха гайрук. Он забыл прочитать эту дуа, эти слова восхваления Аллаха. Что же, и сразу он приступил к суре Аль-Фатиха. Нужно ли ему делать в конце 2 искупительных саджды или нет? Нет, не нужно. Почему? Потому что это действие, субханак Аллахумма ва бихамдик, является чем? Является сунной намаза. Таким образом, автор как бы нам намекает на то, что человек, если по забывчивости, либо даже преднамеренно пропустит сунны намаза, в этом случае в конце искупительная саджда не делается. Второй пример, уже конкретно пример, когда нужно совершить искупительную саджду. Вот, кстати говоря, нужно. Что означает нужно? Вот обращайте на это внимание. Иногда задают вопрос, спрашивают, нужно или нет. То есть как бы только 2 варианта, нужно или нет. На самом деле, с точки зрения фиха, не так все легко и не так все просто. Может даже гораздо проще, может все-таки сложнее. Зависит от вопроса, зависит от отношения к этому. Так вот, мы с вами, помните, разбирали аф'алюль мукалляфин, действия человека, на которого возлагаются обязанности. То есть нужно ли? Это имеется в виду что? Фард или ваджиб, либо сунна, либо мандуб. Что касается 2 искупительных саджды, 2 искупительные саджды, саджды саху, это является ваджибом. Это является ваджибом. То есть если человек допустил какое-то упущение в намазе, его исправление является ваджибом. Если уже не исправил, намаз его действителен. Если он об этом знает, и это было преднамеренно, то ему нежелательно, а все-таки нужно, ваджиб является, перечитать этот намаз, пока время намаза еще не вышло. Если же время намаза уже вышло, он уже заново этот намаз не переделывает, намаз его действителен, заново у него не перечитывает, но с большим упущением. Так вот, возвращаемся обратно к примеру, когда делается саджда саху. После этого он вспомнил, что Фатиху не читал, после этого он читает суру Аль-Фатиха, а после Аль-Фатихи он читает снова замсуру, то есть маленькую суру, заместитель суры, скажем так, либо он читает несколько аятов, допустим, либо один длинный аят. И таким образом у него нет нарушений в данном случае, нарушений нет. И, соответственно, если нарушений нет, также нет саджды, нет исправления. Но если человек
после аль-фатихи не прочитал замсуру, это касается фард намаза в первых 2 ракатах, суннах намаза, нафиль намаза касается во всех ракатах. И он после аль-фатихи не прочитал замсуру, пропустил случайно по забывчивости. В конце он что делает? В конце он исправляет это упущение. Почему? Потому что сура после аль-фатихи, чтение суры аль-фатихи является ваджибом. И он этот ваджиб непреднамеренно пропустил, упустил. Это вот конкретный пример, когда делается сажда сахв. Следующий пример. Молящийся что делает? Он начал читать суру, замсуру и забыл суру аль-фатиха. Забыл суру аль-фатиха. В этом случае что делает? Чтение суры аль-фатиха у ханафитов является ваджибом. Он уже сделал руку, он дальше спокойно продолжает свой намаз. Не надо намаз, не надо намаз прерывать, и не надо нам этот намаз перечитывать, не надо. То есть он прочитал маленькую суру, забыл суру аль-фатиха и уже пошел на руку. Он спокойно продолжает свой намаз. И в конце что делает? В конце он делает 2 искупительные саджды, искупляя пропуск ваджиба. Дальше. Касается намаза, которым суры читаются про себя. Так вот, если человек прочитает хотя бы один аят вслух в тех намазах, которые читаются про себя, в тех намазах, в которых аяты читаются про себя, в этом случае что? В этом случае ему необходимо сделать в конце искупительную саджду. Это такой пример. Допустим, человек совершает обеденный намаз, послеобеденный намаз, либо это 3-й ракат магриб намаза, либо 3-й или 4-й ракат ночного намаза, иша намаза. И он встал на вот этот ракат, который читается про себя, на этот намаз, который читается про себя. И он сказал, забылся, сказал «Альхамду лилляхи раббил алямин». Он прочитал один аят. Тем самым он нарушил ваджиб. В конце ему нужно что делать? Нужно исправить. Дальше. Следующий пример, это уже 5-й пример, вместе с той сунной, которую мы с вами упоминали. Человек забылся, то есть молящийся забылся, и он без руку, без поясного наклона сразу пошел на земной поклон. И он вспомнил об этом во время совершения земного поклона. Что он делает? Он возвращается к стоянию, то есть заново поднимается, он делает руку, он заново делает саджда, и в конце что он делает? В конце он делает 2 искупительные саджды, потому что у него затянулось. Дальше. Следующий пример. Человек уже стал на 2-й ракаат, и он думает, что это ракаат тот, который он пропустил, в котором он пропустил руку из намаза. То есть здесь какой момент? То есть человек вспомнил про то, что пропустил поясной наклон во время саджды, а второй пример, он вспомнил, только поднявшись на следующий ракаат. Так вот, тот ракаат, в котором у него был пропуск поясного наклона, не считается за ракаат. Что он делает? Он этот ракаат сразу же, скажем так, перечитывает. Получается у него как бы условно в кавычках вместо 4 получается 5, вместо 3 получается 4, вместо 2 получается 3. И в конце он делает искупительную саджду. Следующий пример. Если молящийся забылся и запнулся, и у него, не знаю, язык не вяжется, и он что сделал? Точнее, что он не сделал? Он забыл прочитать такбир при переходе на поясной наклон. Он забыл прочитать такбир при переходе на земной поклон. Это пример А. Пример Б. Он вместо 3 субхана раббил а'ля что сделал? Меньше прочитал.
Субхана раббиль азим вместо 3 он меньше прочитал. Либо же вообще не прочитал. В этих 3 случаях А, Б, В намаз действителен, и никакие искупительные саджды не делаются. Почему? Вот остановите видео и ответьте самому себе, почему. Ответ следующий: потому что он пропустил сунну, а не ваджиб. Он пропустил сунну, а не ваджиб. Следующий пример. Человек, он по забывчивости стал на 3-й ракаат за место первого сидения. То есть он допустим, совершает 3-ракаатный намаз, допустим, магриб. И мы с вами знаем, что в конце 2-го ракаата он сидит, он читает ат-тахият. Так вот, он забылся и сразу же встал на 3-й ракаат. Что ему делать? Вот здесь говорится, если он понял свою ошибку тогда, когда он только поднимался, и он ближе к сидению. Это, конечно, тяжело так все-таки разобрать, но, не знаю, какое-то внутреннее чутье все-таки скажет человеку. Так вот, он поднимается, но он ближе к сидению, и вспомнил, что это же все-таки 2-й ракаат. И он поднимается на 3-й по забывчивости. Он не читал ат-тахият, он не сидел. Он ближе к сидению, он садится. И никакие искупительные саджды не делаются. Если же все-таки он был ближе к стоянию, к подъему, кьям, он поднимается, он продолжает совершать свой намаз, он здесь ничего не делает, а в конце что он делает? Делает 2 искупительные саджды, исправляет. Что он исправляет? Исправляет пропуск ваджиба, даже 2 ваджибов. Какой ваджиб? Ваджиб сидение первое и ваджиб чтения тахията во время этого сидения. Дальше. Следующий пример. Человек, молящийся, он сел на первое сидение, то есть в конце 2-го ракаата. Это может быть 3-ракаатный намаз. Это может быть 4-ракаатный намаз. И он забылся, задумался, ну, всякое бывает у человека. И он забыл прочитать ат-тахият. Это называется ташаххуд. Он забыл прочитать тахият, ат-тахияту лилляхи ва салавату ва тайибат. И он поднялся на 3-й ракаат. Что он делает? Он уже к сидению не возвращается. Он продолжает совершать свой намаз. И в конце что делает? В конце он делает 2 искупительные саджды. Тем самым искупляет пропуск ваджиба. Дальше. 9-й пример. Молящийся сел в конце 3-го ракаата, и он полагал, что это уже 4-й ракаат. Допустим, он совершает зухр или аср или иша намаз. И он предполагает, что это уже 4-й ракаат, хотя по факту это только 3-й. Потом он обратил внимание, вспомнил, что он делает? Он поднимается и продолжает свой намаз. И возникает вопрос, нужно ли ему сделать в конце искупительную саджду? Ответ следующий. Если он засиделся долго, здесь говорится кадра саляты тасбихат, то есть он засиделся так долго, ну, так долго, как бы у нас звучит, что это очень долго, имеется в виду, долго просидел, насколько долго, что он смог проговорить трижды субханаллах, субханаллах, субханаллах. Сколько это секунд? Ну, где-то 4 секунды примерно, да. Ситуации редко бывают, на самом деле. Если взять как бы в общем, это много, но если взять конкретного человека, то это не каждый день повторяется, поэтому я думаю, что, иншаллах, человек все-таки разберется, когда ему делать саджда, когда ему саджда не нужно делать. Так вот, он задержался на это количество времени, и в конце что делает? В конце он делает 2 искупительные саджды. Почему? Потому что он опоздал, задержался с исполнением, со совершением фарда намаза. Что за фард? Это кьям, это подъем, это стояние, точнее. Если же он только сел, думая, что это 4-й ракат, а сразу его осенило, нет, это же 3-й ракат, не сразу поднялся, 1 секунда прошла, в этом случае он в конце ничего не делает. Никакие искупительные саджды он в конце не делает. Дальше.
10 пример. 10 пример. Молящийся дал салям в конце намаза. То есть ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах. И он потом вспомнил, что ему еще нужно совершить 1 ракат или 2 раката. Допустим, он просто забылся, и он дал салям, и потом вспомнил, что ему нужно еще дочитать либо 1 ракат, либо 2 раката. Так вот, он уже дал салям, он уже как бы вышел уже из намаза. Как же быть? Что делать? Заново намаз совершать, либо же нет? Объясняется. Если он находился на месте своего сидения, на месте своего намаза, и он не отвернул грудь от киблы, потому что направление в киблу является фардом, является условием намаза, и он свою грудь от киблы не отвернул, то есть он на восток, на запад, в другие стороны не повернулся, не отвернулся от киблы, и не говорил ни о чем, кроме дуа и кроме чтения. То есть он со своей супругой, со своими детьми не поговорил, скажем так, на телефонный звонок не ответил, на смс он не ответил. И что он делает? Он поднимается и, продолжая свой намаз, то есть дочитывает те ракаты, которые ему нужно дочитать, и в конце он делает 2 искупительные саджды. Но если же он все-таки отвернулся от киблы или уже говорил те слова, которые не касаются намаза, в этом случае что? В этом случае этот его намаз считается нафиль намазом, как бы дополнительным намазом, и ему нужно что делать? Ему нужно фард намаз перечитать. Ему нужно фард, очень такая запутанная ситуация. 12, по факту это получается 11 пример. Если молящийся забылся, и вместо 2 саджды он сделал 3, вместо 1 руко он сделал 2 руко, 2 поясных наклона, что он делает? Он в конце делает 2 искупительные саджды, искупляет. Почему? Потому что он в своем намазе добавил еще одно действие от намаза, от действия намаза. Если он добавил в намазе, допустим, действие, которое не от намаза, то это было бы нарушением, скорее всего. Зависит, конечно, от количества движения. Но он добавил в намазе действие от намаза, и в конце он делает 2 искупительные саджды. Дальше речь идет про сомнения. Про сомнения. Если молящийся во время намаза сомневается, и он не помнит, не знает, сколько же он ракатов совершил, что он делает? Он поступает согласно тому, к чему он склоняется. Согласно тому, к чему он склоняется. Если он склоняется к тому, что он совершил 2 раката, то считается, что он совершил 2 раката. Если же он склоняется к тому, что он совершил 3 раката, считается, что он совершил 3 раката. И таким образом, что он делает? Дальше дочитывает, достраивает свой намаз. Если же все-таки он не может дать чему-то предпочтение, он не может понять 2 же или же 3 же, что он делает? Он берет минимальное количество. Почему? Потому что минимальное количество, иншаллах, однозначно совершено. Дальше. Если человек во время намаза засомневался, сколько же он совершил 3 раката или 4 раката, и не может он определить, то есть ни к чему не склоняется, он берет 3, как мы с вами сказали, да, потому что 3 раката он точно совершил. Он намаз свой дочитывает, и в конце что он делает? 2 искупительные саджды. Следующий пример. Тоже сомнение. Если человек засомневался в своем намазе, и из-за сомнений он все-таки так долго размышлял, долго думал, и это заняло его, это отвлекло его от продолжения совершения намаза на время, за которое можно совершить 1 рукн. 1 рукн. Миктар эда рукнин. Ну, сколько это займет? Ну, это, возможно, где-то также секунд 10, наверное, примерно. В этом случае что? Вот вы можете что сделать? Вы можете свой намаз, скажем так, совершить, ну, средний темп вашей скорости намаза, и разделить на количество ракатов, потом эту сумму разделить на количество рукнов, на 6 получается, и это получается примерное количество времени. Это, конечно же, с одной стороны, может показаться как-то странным, но с другой стороны, надо же как-то все-таки высчитать, и таким образом высчитывается. Но высчитывается, повторюсь, такие ситуации редко повторяются у одного человека,
Поэтому, иншаллах, давайте настраиваться на намаз, на лучший намаз. Но если вдруг произошло, то мы должны об этом знать. Так вот, и он задержался, и в конце он делает что? 2 искупительные саджды. Почему? Потому что он задержался с совершением последующих действий намаза. То есть он, как бы, скажем так, отсрочил эти действия. Следующий пример. Если молящийся сомневается после саляма уже, он уже вышел из намаза и засомневался, либо же он засомневался уже после последнего сидения в количестве ракаатов, и он не может определить, то есть лям ю'табар шаккуху, то есть его сомнения в данном случае уже во внимание не берутся. И ему не надо делать 2 искупительные саджды. То есть у него сомнения появились в самом в конце намаза или же даже после намаза. Поэтому в этом случае что? Он искупительную саджду не делает. Потому что основа в намазе, то есть основу намаза совершил и сделал его. Но если же все-таки он убежден, либо склоняется к тому, что он оставил, пропустил 1 ракаат, что он делает? Он поднимается, дочитывает этот не сделанный, несовершенный ракаат и в конце делает 2 искупительные саджды. Следующий пример. Человек забылся и стал на лишний ракаат. Допустим, у него 2 ракаата, он стал на 3. У него 3, он стал на 4, у него 4, он стал на 5 ракаат. Что же происходит? И он вспомнил, и он опомнился, вспомнил об этом до того, как сделал саджду в лишнем ракаате. Даже если после руку. Что он делает? Он обратно возвращается к сидению. То есть представьте себе, допустим, человек вместо 4 совершает уже 5, и его каким-то образом, то есть Аллах внушил ему, не откровение, конечно, то есть внушил ему, ильхам, внушил ему, что он совершает уже 5 ракаат, и он об этом как бы понял даже после руку, но до совершения земного поклона, и он садится, дочитывает свой намаз и делает 2 искупительные саджды. И если он не вспомнил об этом до тех пор, пока он не вспомнил об этом и уже сделал саджду в лишнем ракаате, то в этом случае получается, он добавил в своем намазе 1 ракаат. Так вот, возникает вопрос, в этом случае что делать? Смотрим на следующее. Если намаз дополнительный, если намаз сунна, то есть не фард, и он в этом намазе, в нефиль намазе, в сунне намазе добавил 1 ракаат, то в этом случае его намаз действителен. Его намаз действительно неважно, совершал ли он в конце последнее сидение или не совершал. И что он делает? И он в конце делает 2 искупительные саджды. И ему желательно еще 1 ракаат добавить. Почему? Чтобы было по 2. 2, 2, 2. Получается 6 ракаатов. Если же он совершал фард намаз, и добавил лишний ракаат вместо 2 3, вместо 3 4, вместо 4 5, что делаем? То если он уже совершил последнее сидение в конце намаза, если это 2 раката в конце 2 раката, если это 3 ракатный намаз в конце 3 раката, если это 4 ракатный намаз в конце 4 раката, то есть его намаз действителен. И он в конце делает 2 искупительные саджды. И ему желательно также добавить еще 1 ракат, чтобы было по 2, по 2, по 2. Точнее, не по 2, а чтобы эти ракат добавочные были 2. Чтобы это было, скажем так, отдельный такой 2-ракатный нефиль намаз. Но если же он последнее сидение не совершал, в конце 2, если это 2-ракатный намаз, в конце 3, если это, допустим, магриб, в конце 4, если это зухр, аср, иша, то его намаз недействителен. Почему? Потому что он пропустил 1 из рукнов, столпов намаза, без которого намаз недействителен. И его намаз становится нефиль намазом, как бы дополнительным намазом,
Ему желательно добавить еще один ракат, чтобы было 2, 2, 2, 2. Ой, 2, 2, 2, чтобы было 6. Потом и в конце делает 2 искупительные саджды. И что он делает? И он заново совершает фард намаз. Он заново совершает фард намаз. Повторюсь, это в том случае, когда он что делал? Уже в лишнем ракате уже сделал земной поклон. До земного поклона можно исправить. После земного поклона уже не исправится. Следующий пример. Мы уже так потихоньку ближе к концу. Если молящийся забылся и не прочитал дуа кунут в витр намазе. Не прочитал дуа кунут в витр намазе. Поясню немного. Кунут имеется в виду, что не обязательно дуа кунут. Смотрите, мы с вами говорили о том, что совершение дуа во время витр намаза является ваджибом. Чтение, совершение непосредственно дуа кунут во время витр намаза является сунной. Вместо этого витра можно прочитать другие дуа из Корана и сунны пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Так вот, человек, который совершал витр намаз, он забылся. И в третьем ракаате, допустим, если он совершает по 3 раката витр, если он совершает 5 ракатов, мы про витр будем говорить еще. Витр означает нечетный. Это 3, 5, 7, 9, 11. Если человек, допустим, он такой набожный хамля и старается совершать не 3 раката витр намаз каждый день, а 5 ракатов. Ну, в общем, последний ракат. Нечетный ракат, получается, последний. И во время этого нечетного раката, во время витр намаза, он забылся и не прочитал ни одну дуа. Не прочитал ни одну мольбу до тех пор, ни одну мольбу и уже сделал руку. Так вот, после руку он уже не делает дуа. А что делает? Потому что время уже прошло. А в конце он делает 2 искупительные саджды. Давайте теперь покороче. Если во время витр намаза он забыл дуа, прочитать дуа, в конце он делает 2 искупительные саджды. Вот так, наверное, будет проще. Дальше. Если молящийся забылся, точнее не забылся, если молящийся совершил пропуски, ошибки больше одного раза, ему достаточно в конце сделать только 2 искупительные саджды. То есть не 4, не 6, только 2 искупительные саджды. И этого достаточно, чтобы исправить все оплошности, все пропуски. Дальше. Если молящийся преднамеренно совершает то, что требует 2 искупительные саджды, в этом случае он искупительный саджду не делает. Военный поступок. Если следующий пункт. Если молящемуся необходимо сделать искупительную саджду, и он не сделает эту искупительную саджду, то ему необходимо заново совершить намаз, пока время намаза еще не истекло. Если время намаза уже истекло, то он этот намаз заново не совершает, его намаз действителен, несмотря на то, что были пропуски. После истечения времени намаза уже не требуется его искуплять, не требуется его заново перечитывать. Дальше. Теперь, например, совершение саджды сахв во время коллективного намаза. Здесь сейчас будет речь идти про имама больше. Значит, если имам ошибся во время намаза, коллективного намаза, то молящиеся мужчины дают ему понять это со словами «Субханаллах». Субханаллах. Ну, допустим, имам начал намаз, и он фатиху не прочитал, а сразу приступил к маленькой суре. Молящиеся за ним говорят «Субханаллах». Ну, один из них, допустим. «Субханаллах», тем самым как бы давая ему понять, что ты пропустил что-то. Так вот. А если за ним молятся женщины, допустим, муж проводит намаз, за ним намаз совершает его жена, его мама, его дочь совершает намаз. И женщины что делают? Женщины дают понять, если мужчины говорят «Субханаллах», то женщины «Субханаллах» не говорят. Что они делают? Они вот таким образом, то есть делают хлопок, правой рукой ударяют об левую руку, то есть ладонь,
на поверхность левой руки, тем самым давая понять, что он совершил какую-то ошибку. Если же имам так и не понял, какую ошибку он совершил, что он делает? Он спокойно дальше совершает, продолжая свой намаз, и молящиеся за ним также спокойно совершают за ним намаз, продолжая совершать намаз. То есть молящийся за имамом отдельно не исправляет, а он просто следует имаму. Если имам ошибся, и во время намаза, который читается про себя, он прочитал вслух, намазы, которые читаются вслух, он прочитал про себя, необходимо что сделать? Необходимо в конце сделать 2 искупительные саджды. Третий случай. Если имам совершает искупительную саджду, то муктади, то есть молящийся за ним, следует ему. Он следует ему, как бы подчиняется ему в этом саджде. Даже если он не понял, где же имам ошибся. И также, если, например, человек опоздал на намаз, он присоединился ко второму ракату, к третьему ракату, к четвертому ракату, и он не знает, допустим, имам к этому времени с джамаатом уже допустили какую-то ошибку, и он не знает, где же была допущена ошибка, он что делает? Он все равно что делает? Продолжает следовать имаму. Скажем так, он подчиняется имаму. Следующий пример. Если человек, который совершает намаз за имамом, ошибся, то этот человек отдельно искупительный саджду не совершает. Полноценность намаза имама является полноценностью намаза ма'муна, человека, который совершает намаз за имамом. Дальше. И еще один такой момент. Если имам ошибся при совершении большого коллективного намаза, когда собирается много людей, допустим, джума намаз, или праздничные намазы, или что-то подобное, допустим, истиска намаз. Истиска намаз – это намаз испрашивания мольбы, испрашивания воды, дождя. То есть тот намаз, где много людей. В этом случае имам не делает искупительную саджду. Почему? Дабы люди, которые за ним следуют, которые, возможно, об этом не знают, не слышали, не читали, чтобы они не запутались, чтобы у них намаз был действительно, имам не делает 2 искупительные саджды. Это вот пример искупительной саджды, который совершается во время намаза. И как мы с вами заметили, что действительно вот на самом-то деле от некоторых людей приходит, когда мы изучаем, когда люди задают этот вопрос, они признаются, что они при таких случаях намаз прерывали и заново совершали. То есть в данном случае прервать намаз и заново совершить не является признаком благочестия или набожности. Это просто человек либо такой очень такой мнительный, сомневающийся, либо просто он не знает вот эти тонкости. Но узнав эти тонкости, можно что сделать? Не можно, а нужно, не выходя из намаза, исправлять вот эти ошибки. На этом завершаем. Джазакум Аллаху хайран за внимание. Пусть Аллах поможет нам совершать намазы наилучшим образом. Просим Аллаха, чтобы Аллах сделал полезными те знания, которые нам дарует, и даровал нам полезные знания. И в то же время просим Аллаха, чтобы вот эти знания, которые мы с вами сегодня получили, в нашем намазе, чтобы они не пригодились, чтобы наш намаз был действительным, чтобы наш намаз был искренним, чтобы этот намаз совершался со смиренностью. Но в то же время мы должны понимать, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тоже что? У него тоже были ошибки, вот эти такие пропуски во время намаза, но, как передается в одном из хадисов, эти ошибки были, скажем так, совершались непреднамеренно пророку Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Это получалось так, что по воле Аллаха, то есть Аллах к этому приводил. Для чего? Дабы для уммы была в этом польза. Субханак ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.